Фигуранты дела о стрельбе в офисе Wildberries просят отправить их на войну. Об этом сегодня говорит Инфополе России. Те кадыровцы, прежде всего, которые были арестованы при нападении на офис этой компании, они уже попросились на войну. Почему? Потому что они прекрасно знают, что их отправят в какую-нибудь кадыровскую часть типа Ахмата, и там они будут, естественно, заниматься съемками тиктоков, и, в общем, никакой угрозы для них особо не будет. О приближенности стрелков из офиса к главе Чечни Рамзану Кадырову на встрече с делегацией из Ингушетии заявил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Зная, что там на месте находятся ингуши, кадыровцы приехали туда на разборки. Наши ребята мужественно себя проявили, но тут задето мужское и даже национальное. Мне важно показать, что я проявляю солидарность со своим народом. Адам Делимханов, депутат Госдумы. Ну а так как мы понимаем, что на самом деле стороны этого конфликта очень высокопоставлены, на стороне Татьяны Бакальчук, которая с сегодняшнего или с вчерашнего дня стала Татьяной Ким, Антон Вайна, глава администрации президента России, и Сулейман Керимов, а с другой стороны, со стороны ее бывшего, пока еще даже не бывшего мужа Владислава Бакальчука, Рамзан Кадыров, мы понимаем, что стороны конфликта очень высокопоставлены. На прошлой неделе возле главного офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба. Глава компании Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж якобы пытался захватить офисы компании. Владислав Бакальчук сообщил, что приехал в офис компании с коллегами и был атакован службой охраны и неизвестными людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В результате конфликта известно о 2 погибших. Еще 7 человек получили ранения, в том числе 2 сотрудника правоохранительных органов. Конфликт с Wildberries связан с объединением компании с оператором наружной рекламы Rus Outdoor, что якобы одобрил сам Путин. Теперь, похоже, участников этого крупнейшего спора их покровители будут освобождать. Запишут их в батальон Ахмат, и они будут сидеть в Грозном, например, или в Курской области, где-нибудь в Курске. Да, и тут вопрос даже не в том, что дело замнут. Дело не замнут, а его юридически прекратят. Но еще раз повторю, когда такие стороны высокопоставленные задействованы, пока не видно, чтобы у Путина хватило сил вот этот конфликт остановить. Да, потому что когда уже в ход идут угрозы, ведь обратите внимание, когда 2 ингуша, которые погибли в этой истории, их тела привезли в Магаз, да, там 1000 людей вышли на улицу, и их никто не разгонял. Это о чем говорит? О том, что ситуация не просто достаточно горячая, острая, но и то, что стороны закусили в дела и хотят пойти до конца. Я думаю, что у Кадырова вполне может хватить лоббистских ресурсов, чтобы реализовать этот план и таким образом избавить своих людей, а именно люди Кадырова участвовали в этом нападении, от наказания.